учителей. And how Srila Prabhupada gave faith to those who previously didn't have any faith. И как Шрила Прабхупада смог вселить веру в сердца тех, кто не имел никакой веры до этого. Because it's actually explained in the scriptures that faith is awakened. Faith exists either due to some previous contact with spiritual life in one's previous birth, Потому что в Писаниях объясняется, что вера возникает у человека либо благодаря соприкосновению с духовной жизнью в одном из предыдущих рождений, or it's awakened by the forceful presentation of Krishna consciousness by another person in this life. или благодаря тому, что кто-то в этой жизни, какой-то преданный, очень напористо и очень сильно преподнес науку сознания Кришны. Somehow it gets awakened by association. Иногда, так или иначе, эта вера может пробуждаться благодаря общению. And Bhaktivinoda Thakur explains that this shraddha of faith is like the birth of a newborn baby girl. И Бхактивинода Тхакур объясняет, что эта вера, пробуждение этой веры в сердце человека сравнивается с рождением маленькой девочки. When a newborn baby girl takes her birth, Когда у родителей рождается маленькая девочка, then the mother and parents are always very careful to protect the baby. тогда родители очень заботливо относятся к этой новорожденной девочке. From extreme heat, Они пытаются оградить ее от холода и от жары, from hunger and thirst, от голода и жажды, from dangerous elements. от различных опасностей в этом мире. So when this newborn baby girl takes birth, they're protected И когда такая девочка рождается, она окружена заботой и защитой. and nourished. И также ее питают. Nourished so that they become stronger. Ее обеспечивают необходимым питанием, чтобы она могла крепнуть. So that as they get stronger and stronger, they also become more equipped to deal with these obstacles, И по мере своего крепчания такая these девочка dangers. становится самостоятельной для того, чтобы самой справиться и избежать различных опасностей в этом окружающем ее мире. Bhaktivinoda Thakur explains that this shraddha is just like this newborn baby girl. И Бхактивинода Тхакур объясняет, что шрадха в точности подобна такой новорожденной девочке. Once it's awakened in someone's heart, it needs to be protected and nourished. Когда вера пробуждается в сердце, ее необходимо оберегать и необходимо питать. It needs to be protected from dangerous types of philosophies, Например, ее нужно оберегать от различных опасных видов философии, like impersonalism например, персонализма, or fruitive gain. или от философии корысти. They are our guardians of devotional service. Существуют такие охранители преданного служения. The Vaishnavas who protect us from these elements that will prevent us from actually having our faith grow into something very wonderful. Вайшнавы, которые ограждают нас от этих неблагоприятных влияний, которые могут помешать нашей вере развиться во что-то более значимое. Does it protect us from these dangerous, deviant philosophies? Они ограждают нас от этих опасных, извращенных философий. And they nourish. They get nourished by providing nourishment, strength. Они также питают нас, предоставляя необходимую пищу. That nourishment, that strength comes from hearing Которая дает нам силы. И эта сила, это питание приходит нам посредством слушания and by associating. и посредством общения. So Srila Prabhupada, he taught that very principle in the very beginning of the Krishna consciousness movement. И Шрила Прабхупада учил нас этому принципу с самых первых дней движения сознания Кришны. He did it himself. Он сам так себя вел. He was the source of nourishment. Он сам был источником питания. He was the protector of deviant philosophy. И он был тем, кто хранил и защищал нас от различных философских заблуждений. And not only that, but he nourished and gave strength by his own example. Но не только это, он также питал нас и придавал нам силы своим собственным примером. Because his example was the perfect example of somebody who's Krishna conscious, Потому что он являл собой совершенный пример того, кто находится в сознании Кришны. whose mind and senses are controlled, Он обуздывал свои, то есть он держал под контролем свои ум и чувства. was peaceful, Он был умиротворен, transcendently happy, он пребывал в трансцендентном счастье. he was determined, Он также отличался решительностью. always engaged in devotional service. Решимостью всегда занимался преданным служением. That association awakened faith. И вот общение с ним пробуждало веру. And the example that I've been giving goes back to the very beginning of the Krishna consciousness И movement. примеры, которые я приводил очень часто в последнее время, он относится к самым первым дням движения сознания Кришны. I've
started using this example recently, and when I was presenting Krishna consciousness to a group of people. Я стал прибегать к этому примеру недавно, когда мне выпадала возможность поговорить с какими-то преданными людьми, who are all relatively very new to the philosophy of Krishna consciousness. людьми, которые были достаточно относительно в смысле новыми, новичками в сознании Кришны и не так уж были знакомы с философией. Therefore, I tried to make the process of bhakti accessible to them in a way that they could understand. Я пытался сделать процесс бхакти для них доступным, чтобы они могли его понять. I spoke about Prabhupada. Я говорил о Прабхупаде всегда, практически всегда. And when I was reflecting that on the early years, the very beginning of our movement. Я размышлял о первых годах нашего движения. Srila Prabhupada appeared in the West with no followers, no financial backing. Шрила Прабхупада приехал на Запад, у него не было никаких последователей, никакой финансовой поддержки. And all he had was his firm faith. Единственное, что было у него, это была его твердая вера. Superior order from disciplic succession. У него был приказ цепи ученической преемственности, нисходящий, вышестоящий приказ. And a couple of trunks of books of his first canto of Srimad Bhagavatam. И также у него было несколько ящиков с книгами с первым томом Шримад Бхагаватам. And nothing else. И ничего больше. Of course, for him it was everything. Но, конечно, для него это было все, что ему нужно. He had all that he needed. И больше ему, то есть у него было все, что нужно. Srila Prabhupada arrived in America at a very troubled time. Однако Шрила Прабхупада приехал в Америку в очень неспокойное время. And if you read the books of Srila Prabhupada's early days in America, you'll read the type of people that were coming to listen to Srila Prabhupada. Если вы почитаете описание этих первых дней в сознании, первых дней пребывания Шрилы Прабхупады в Америке, то вы сможете узнать, какого рода люди окружали Прабхупаду в то время. Fact of the matter is that when Prabhupada actually, when this movement actually began to take seed in America, Prabhupada was in a place called the Bowery in New York. Когда наше движение только еще пускало корни, Прабхупада находился в месте в районе Нью-Йорка, который назывался Бауэри. Which was a very degraded place. Бауэри это очень плохое место. I was a lot more descriptive about the Bowery yesterday. I don't think I need to be so today. Вчера я уже во многих деталях описывал, что из себя представляло это место Бауэри, поэтому не буду повторяться сегодня. Because I was in the Bowery in 1967. Потому что в 1967 году я приехал в Бауэри. Unfortunately, I didn't know about Prabhupada. К сожалению, я ничего не знал, потому что Прабхупада там. I was there doing something else. Я занимался другими делами там, в Бауэри. And being a young teenager at the time, I left rather quickly. Поскольку я был подростком в то время, я поскорее оттуда убежал. Out of fear for my life. В страхе за свою жизнь. But that's where Prabhupada started. Но Прабхупада начал движение именно там, в Бауэри. And then there was some incident that happened there that Prabhupada moved to the Lower East Side. Но так или иначе, определенные события вынудило Шрилу Прабхупаду переехать из Бауэри в место в Нью-Йорке, которое называется Lower East Side. Which was also a very degraded place, but it was like a half a notch up from the Bowery. Но Lower East Side тоже не отличалось особой пристойностью это место, но оно было, может быть, на полступени выше, чем Бауэри, чуть более пристойным. And the people who were living in that particular area were mostly youth who had dropped out of society. И люди, которые населяли Lower East Side в то время, это обычно была молодежь, которая разорвала все связи с обычным обществом, establishment. Because they dropped out of society, they obviously didn't want to work. И они порвали свою связь с establishment, потому что, по очевидной причине, не хотели работать. And they needed a cheap place to live. И им нужно было какое-то дешевое место для жилья. And it was that kind of place where people would just sleep anywhere. И вот как раз это место представляло себе Lower East Side. Люди могли спать где им заблагорассудится. They sleep in the hallways in the buildings, they sleep in warehouses, they sleep in lofts. Они спали и в этих вестибюлях зданиях, и в различных складах, и чердаках, везде. And they learned how to survive on the streets. Они также научились искусству выживания в уличных условиях. And they were called hippies. Их называли хиппи.
And the hippies of the 60s in America were definitely, it was a counterculture. И хиппи в 60-е годы в Америке представляли из себя то, что называется контркультурой. I was having a discussion with my godbrother Padmamsi Prabhu yesterday. We were discussing about our hippie lives. Мы вчера беседовали с Адвамшей Прабху, с моим духовным братом, о наших годах, или годах как хиппи, нашей жизни хиппи. We were reflecting on how Srila Prabhupada actually transformed our hippie lives. И мы вспоминали о том, как Прабхупаде удалось преобразить наши жизни хиппи тогда. And the counterculture of the hippies was based on one very, very important principle. Эта контркультура хиппи основывалась на одном очень важном принципе. Reject authority. Отвержение авторитетов. We survived on that principle. И мы выживали благодаря этому принципу. It was our motto. Это был наш девиз. It was our strength. В этом мы черпали силы. No, we refused to accept any kind of authority. Мы не соглашались, мы категорически были против принятия кого-либо как авторитета в нашей We жизни. were a rebellious generation, Мы были поколением бунтарей. rebelling against the government. Мы бунтовали против нашего правительства. Of course, we were rebelling against the government at that time because a lot of our friends were going to fight a war which we felt we had no business being in. Разумеется, одна из причин нашего бунтарского отношения к правительству заключалась в том, что многие из наших современников, наших сверстников отправлялись на войну, которую, как мы считали, мы не должны вообще вести. Нам нет никакого основания быть там, в том месте, вести войну. It was the time when America was at war in Vietnam. Потому что в то время Америка вела войну во Вьетнаме. And hundreds of thousands of the youth were going there and being killed. Сотни тысяч молодых людей отправлялись на войну и погибали там. So we were rebellious against the government, we were rebellious against any kind of authority. Мы поэтому восставали против и правительства, и против любого рода авторитетов. Anything that represented authority, we just somehow couldn't tolerate. Все, что как-то напоминало нам авторитет, было для нас совершенно невыносимо. I lived in a hippie commune. Я жил сам в такой коммуне хиппи. And the way things happened there is by fate, by chance. И там все происходило просто случайно, If по воле провидения. if anyone tried to assume any position of authority, there would immediately be a revolution. Как только какой-то человек пытался навязать нам свой авторитет, мы устраивали целую революцию против него. If you wanted to eat, figured out how to do it yourself. You wanted to clean, figured out how to do it yourself. Хочешь есть, но сам как-то позаботься о себе. И если хочешь тебе убраться, ну убирайся, если хочешь. And finally, we all tried to get upon some common agreement how to coexist without anybody being seen as an authority. И мы каким-то образом ухитрились, в конце концов, разработать некие взаимоприемлемые правила, что мы могли мирно сосуществовать и при этом не навязывать себя друг другу как авторитет. Because as soon as somebody tried to present themselves in an authoritative way, Потому что как кто-то пытался нам что-то сказать с положения авторитета, то его сразу стирали. the only way to exist was without authority. Единственный способ существования или образ жизни, на который мы соглашались, это без авторитета. And that's how a lot of hippie communes they actually started to develop until somebody tried to impose an authority and they would kick them out. Именно так и развивались, такие циклы развития проходили все эти общины или коммуны, хиппи. Они пытались жить вместе, и потом, если кто-то пытался становиться во главе этой общины, то его сразу сметали в сторону. We tried to imitate another type of philosophy. We tried to imitate another type of philosophy. Мы пытались подражать определенному виду философии, другой философии. But we won't go into the details. Но мы не будем об этой философии ничего говорить сейчас. But here we were. Here was Srila Prabhupada in the Lower East Side. И вот Прабхупада оказался в Lower East Side. And the only people who were taking interest in coming to hear Prabhupada were hippies. Единственные люди, которые питали какой-то интерес к тому, что рассказывал Шрила Прабхупада, соглашались его слушать, это были хиппи. Other stragglers, a few would come here and there, older people. И некоторые, конечно, тоже время от времени приходили какие-то более взрослые люди, чем хиппи. But they were mostly when Prabhupada was first in uptown New York. That's where the older people were and the more successful people. Но большинство таких
уже более зрелых людей приходили к Шри Прабхупаде в основном в верхней части Нью-Йорка, потому что там люди были более зажиточны. But Prabhupada had to leave uptown New York because all his things were stolen there. Но Прабхупаде пришлось уехать из этой верхней части Нью-Йорка, потому что его обокрали там, и все украли, что у него было. And so he had to find some other place, and somehow somebody situated him in the Bowery. И ему пришлось найти другое место для жилья, и кто-то помог ему найти место в Бауэри. And then, as we said, he moved from the Bowery one notch up to the Lower East Side. Затем, как мы говорили, Шрила Прабхупада перебрался из Бауэри, так сказать, в место, которое на одно деление более пристойное, чем Бауэри, это Lower East Side. So here are all these people coming whose main philosophy in life is to reject authority. Так вот, все эти люди, которые и руководствуются только одной философией в жизни, отвергать любого рода авторитет, они стали приходить к Прабхупаде. And here was an Indian sadhu, И был индийский саду, который в их глазах, это был индийский саду, или святой, who was inviting them to come and to chant with them, который приглашал их приходить к нему и вместе с ним петь. and would speak very authoritatively to them. И он при этом обращался к ним с положения авторитета. Not only would he speak authoritatively, but he's always presenting himself as representing the highest authority. Не только обращался к ним с положения непререкаемого авторитета, но он представлял высочайший авторитет, который только может существовать. There's no higher authority than Krishna. Потому что нет никого более высокого авторитета, And every чем time Кришна. Prabhupada opened his mouth, he was always talking about the highest И authority. когда Прабхупада не открывал свою устал, он всегда говорил об этом высшем авторитете, о Кришне. How do you put those two scenarios together? А как можно вообще свести два этих образа жизни вместе, воедино? Very difficult to understand how it happens. Даже представить себе, как это могло осуществиться. Prabhupada, of course, would always represent the highest authority, but Шрила Прабхупада всегда представлял высочайший авторитет, in becoming an authority over those who would come to hear from him, he never claimed himself as an authority. однако для того, чтобы стать авторитетом для всех тех, кто приходил к нему и слушал его, сам Прабхупада никогда свой авторитет им не навязывал. He always just simply represented the higher authority. Он просто всегда представлял этот высший авторитет, от имени которого говорил. And then he lived exactly according to the teachings he was representing. И также жил в точном и строгом соответствии с тем учением, которое он представлял. And by seeing that example, И видя этот пример, just seeing that example, because one thing is to hear philosophy. одно дело философию, слушать философию, это одно дело, но просто видя его пример, There are many people who can give us philosophy. есть многие, кто могут нам философию преподавать. Sounds very nice. И звучит все очень привлекательно, конечно. Krishna previously came and he came himself as the Supreme Personality of Godhead. Сам Кришна пришел ранее как Верховная Личность Бога And he said, abandon all varieties of religion and just surrender to и me. сказал, просто оставь все виды религии, предайся мне. But not so many people surrendered to Но не Krishna. так уж много людей предались Кришне в то время. So then the Supreme Lord had to come again. И Верховный Господь был вынужден прийти снова. He didn't present a lot of И philosophy. в этот раз он уже не представлял людям какую-то обширную философию. He presented instructions, written instructions, only in the Shikshastika prayers. И он представил свои наставления, записанные в Шикшаштаке. И это было все, что он оставил в качестве наставлений. He instructed Rupa and Sanatana Goswami, his disciples. Он дал наставление Рупе и Санатане Госвами, своим ученикам. But actually, he came to teach by his example. Но он пришел для того, чтобы учить своим примером. Because philosophy is one thing, but without seeing an example, then he was thinking, who will follow? Потому что философия, конечно, замечательна, но я не видя живой пример, как можно вдохновить людей следовать ей. Therefore, even the Supreme Lord himself came to show by his example what the teachings of Bhagavad Gita were all about. Поэтому сам Верховный Господь явился и продемонстрировал на собственном примере, чему учит Бхагавад-гита. So hearing philosophy is very attractive. Поэтому слушание философии, конечно, приятное занятие. But what becomes very compelling is to see a living example of the philosophy. Однако по-настоящему убедительным становится живой пример этой философии. And how did Srila Prabhupada awaken faith in those hippies? И как же Прабхупада смог пробудить веру в этих хиппи? He awakened faith because he lived what he spoke. Он пробудил веру в них, потому что сам жил в точном соответствии с тем, что говорил. And the first thing that became attractive to them is that they saw he was genuine. И первое, что так сильно привлекло этих хиппи к Шриле Прабхупаде, была его подлинность.
They didn't have full faith in him, but they saw he was genuine. У них еще не было полной веры в него, но они убедились в его подлинности. And because they saw he was genuine, they wanted to do something for him. И поскольку он был таким подлинным, они хотели сделать что-то для него. Which is a natural reciprocation. Это естественный отклик человека. He's a genuine person. Он такой подлинный человек, хороший. He has a mission. He's something he wants that he really sees important to do. И у него есть миссия, которая относится с полной серьезностью. He doesn't have any resources himself. У него нет никаких средств для этого. Doesn't even have a place to live. У него даже места для жилья нет. Doesn't have any money. У него денег нет. All he has is books. Единственное, что у него есть, это книги. All he has a desk is a trunk, and he uses for his desk, and a couple of blankets he uses on the floor. Единственное, что у него есть, это импровизированный рабочий стол, который он сделал из собственного сундука, и просто постелил несколько одеял и сидел на них перед ним. Let's help him. He's a genuine person. Надо ему помочь, он такой хороший, настоящий человек. They saw his genuineness all the way through. Они видели в этом целостность Шрилы Прабхупады. And then what happens by seeing that genuineness and by doing something for him, they got an opportunity to serve Krishna. И когда они, видя эту целостность и подлинность Шрилы Прабхупады, проявили желание сделать что-то для него, тем самым они начали служить Кришне. Because everything he did was for Krishna. Потому что все, что делал Шрила Прабхупада, было предназначено для Кришны. So by getting an opportunity to do something for him, they were getting an opportunity to do something for Krishna. Поэтому, когда у них появлялась возможность сделать что-то для Шрилы Прабхупады, они тем самым делали что-то для Кришны. Bhajana Kriya. Называется Баджана Крия. Had a little faith, У них немножко веры было, associated with a sadhu, общались с саду. and then Bhajana Kriya, they got to do some service with their bodies. И затем Баджана Крия, они начали заниматься каким-то служением, используя для этого свои чувства и тело. Now here's people that didn't want to accept any authority. И причем, помните, что это были те люди, которые вообще никого не хотели принимать как авторитет. But they wanted to help Но the Swami. они хотели помочь с вами. They just wanted to just do something for him. Просто хотели что-то сделать для него. And so they helped him. И вот и помогали ему. And Prabhupada would always speak about a spiritual master. И Прабхупада всегда говорил о духовном учителе. But if you listen to his lectures, Prabhupada never said, I'm spiritual master. Но если вы послушаете его лекции того периода, Прабхупада ни в одной из них не сказал: «Я духовный учитель». No, it wasn't there. He didn't say, I'm spiritual. You have to accept me. Он даже ни словом об этом не обмолвился. Он не говорил: «Вы должны меня принять как духовного учителя». He just represented Krishna. Он просто представлял Кришну. Krishna says you have to accept the spiritual master. Кришна говорит, что вы должны принять духовного учителя. And then gradually these hippies started to put all the components together. И постепенно эти хиппи стали складывать все эти фрагменты в целостную картину. Who didn't want to do anything and to accept authority. Эти хиппи не хотели никого считать авторитетом. And they put all the components together of everything that was happening to them, and they realized Swamiji's a guru. И вдруг все эти кусочки сложились у этих хиппи в единое целое, и до них дошло: подождите, а с вами же это гуру. And then when they started to wonder about this. Они What are we стали doing? думать, а что же нам делать? But Prabhupada already had them. Но Прабхупада уже их пленил, He already had some faith, given them some faith by his genuineness. потому что он уже вселил в сердца веру своей целостностью и подлинностью. In fact, if you read the Prabhupada Lilamrita, at one point, Prabhupada actually had a few followers who were doing things, and he got them to chant Hare Krishna. Прабхупада и Ламрите описывается, что когда у Прабхупады появилась горстка последователей, и они уже повторяли Харе Кришна, делали что-то. One day, Srila Prabhupada said, I think we should have an initiation. Однажды Прабхупада сказал: думаю, нам нужно провести инициацию. And that was it. И все. And then the devotees, the early disciples were asking, what's an initiation? И эти преданные, бывшие, то есть первые его последователи ранее, стали друг с другом переговариваться. Что такое инициация? Swamiji wants us to have an initiation. С вами хочет, чтобы мы получили инициацию. Что это такое? What does it mean? Что это значит, инициация? So one day, one of the persons asked Swamiji, what does this initiation mean? И однажды один из них спросил Свамиджи: Свамиджи, а что такое инициация? And Prabhupada said, oh, initiation means you accept the spiritual master to be as good as God. И Шрилапрабхупада ответил: инициация означает, что вы обязуетесь принимать духовного учителя как Бога. It was like a bomb. Это было не как разрыв бомбы. What? Что? Swamiji, they came back later and said, Swamiji, you always said the spiritual master is not God.
Но они стали друг с другом беседовать, говорят, ну, с вами же всегда говорилось, что духовный учитель не Бог. And Prabhupada said, yes, this is spiritual master is not God. И с вами же сказал, да, духовный учитель не Бог. But he's as good as God. Но он ничем не хуже Бога. Because he gives you Krishna. Что дает вам Кришну. And then they started discussing themselves about, did you hear what the Swamiji said? Они стали друг с другом перешептываться, говоря, слышали, что с вами сказал нам? She said, are you going to be initiated? Ты что, хочешь инициацию получить? Well, I don't know. Well, the Swamiji says I should do it. I should probably do it. Не знаю, не уверен. Хотя, если это с вами нам рекомендуют, то, наверное, стоит это сделать. They already had faith. Они уже имели в него веру. If the Swamiji says it, it must be something good for me. Но с вами же плохого нам не посоветует. And here they were accepting an authority. И вот они оказались в положении принятия авторитета. Somebody who was gradually starting to tell them how to live. Кто-то стал им говорить, как вести их жизнь. In fact, at one point, when all the people were living in the front of 2nd Avenue, when Prabhupada was getting up every morning to go for kirtan and for class, Prabhupada started to tell them, a devotee is clean. Потому что в то время, когда они жили на 22-й авеню, и там у него жила эта горстка последователей в самом помещении этого магазинчика, Прабхупада приходил каждый день, проводил киртаны и лекции с ними, и в какой-то момент стал намекать на то, что вообще преданные держат себя в чистоте. A devotee takes 2 showers a day. Преданный 2 раза в день моется. They never heard this before. И они этого никогда раньше не слышали. And there was only 1 shower available. It was in Prabhupada's apartment. Более того, во всем этом помещении здании был только один душ, одна душевая кабинка, она была в комнате, где жил Шрила Прабхупада. So they started to go up to Prabhupada's apartment and to take showers in the morning. И они стали ходить мыться в комнату Шрилы Прабхупады. And Prabhupada sometimes he had to wait to take a shower because they were all up there. They heard that they told they had to take a shower. This is something new to them. They never heard И that. вот они, когда узнали об этой революционной идее, что нужно мыться, то они стали ходить мыться в комнату Шрилы Прабхупады туда. Иногда по утрам Прабхупаде приходилось ждать, как они все там помоются. Can you imagine going up to a hippie and saying you should take a shower? Попробуйте подойти к хиппи и сказать, нужно мыться. He just didn't do that. There's no proof to it. То есть это вообще, это было, не как бы, извините за грубое слово, западло для хиппи. Мыться. Термин, это точно передает значение. Here Prabhupada was saying not only you should take a shower, but you should take it twice a day. Прабхупада тут сказал, вам нужно не только мыться, 2 раза в день нужно мыться вообще. They were doing it. И вот они это так и стали делать. And the point is that the Swamiji, because he was such an example, by seeing his example, faith was awakened. Но с вами же был настолько прекрасным примером, что просто видя его пример, эти люди развивали веру. As much as they didn't want to accept authority, as much as they did not want to accept authority, Настолько, насколько они не желали принимать никаких авторитетов. his example always tipped the scales, and they realized they had to accept him. Как бы они не желали не принимать авторитетов, тем не менее его пример всегда перевешивал чашу весов, склонял его в свою сторону. Establishing the platform by which we build faith in the Krishna consciousness movement. И я тем самым закладывал фундамент, на котором мы смогли развивать свою веру в движение сознания Кришны. So, Shraddha Bhakti Anukramishati, from Shraddha all the way to Prema, we have to go on hearing and associating with those who will give us faith. Мы должны, начиная с самого первого этапа шрадды, вплоть до премы, постоянно продолжать слушать и общаться с теми, кто может дать нам веру. And that faith means that to believe firmly in Krishna. И вера означает твердо верить в Кришну. You talk to anybody in those days, they'll say, I don't know who Krishna is. Если вы поговорили бы с теми ранее последователями и спросили бы их, они бы сказали, я даже не знаю, кто такой Кришна. But if Prabhupada says Krishna is God, I have to accept Но it. если Прабхупада говорит, что Кришна Бог, я должен это принять на веру. That's it. I have to accept. Я должен принять это. I don't know who's Krishna. Я не знаю, кто такой Кришна. I know Я Prabhupada. знаю Прабхупаду. That's good enough for И me. для меня это достаточно. Because all he does is talk about Krishna. Потому что единственное, чем он занимается, он говорит о Кришне. All he does is serve Krishna. Единственное, чем он занимается, служением Кришне. This is the type of faith that Prabhupada could speak about in giving these purports. И вот это та самая вера, о которой Прабхупада говорит в своих комментариях.
And therefore, he can even say, yes, you can control your senses too. И поэтому Прабхупада может с полным правом сказать, да, вы вполне сможете сконтролировать свои чувства. If a person is faithful, he goes on chanting Hare Krishna. Если человек обладает такой верой в Кришну, он продолжает повторять Харе Кришна. And over and above that, he controls his senses. И помимо этого, он также контролирует свои чувства. He controls his senses by faithfully serving the superior order. Обуздывает свои чувства просто верно и послушно выполняя приказ, пришедший сверху. By getting the merciful glance and association of Lord Chaitanya. Ловя на себе минусы, взгляды, общение Господа Чайтаньи. And those who are servants of Lord Chaitanya. И те, кто являются слугами Господа Чайтаньи. The Prabodhananda Saraswati says that the venomous serpents of the senses become like serpents with broken fangs. Тогда Прабодхананда Сарасвати говорит, что если человек ловит на себе милостивый взгляд Господа Чайтаньи, тогда его чувства становятся, которые подобны ядовитым змеям, становятся подобны змеям со сломанными клыками. They will no longer have any poisonous effect. И они больше не смогут причинить смертоносный вред человеку. That comes through association. Это приходит с общением. If one simply goes on hearing, Если человек просто продолжает слушать, one goes on hearing, one will get nourishment. если человек продолжает слушать, он получит необходимое питание. Nourishment means strength. Питание дает нам силы. And one will be protected И тогда человек будет защищен from the dangerous elements that can destroy our faith in Krishna. от всех опасностей, которые могут разрушить нашу веру в Кришну. This is the process. Это процесс. And anyone who faithfully follows the process И каждый, кто с верой следует этому процессу, will be able to easily attain perfection in the knowledge of Krishna consciousness. с легкостью обрести совершенство в процессе сознания Кришны. This is Srila Prabhupada's presentation of Krishna consciousness. Это то, как Шрила Прабхупада представляет нам сознание Кришны. It's Srila Prabhupada as it is. Это Прабхупада, как он есть. We don't have to interpret his commentaries. Нет необходимости переиначивать его комментарии. This Bhagavad Gita as it is, Это Бхагавад-гита, как она есть, and as Srila Prabhupada as he is. и Шрила Прабхупада, как он есть. We should know Srila Prabhupada. И мы должны знать Шрила Прабхупаду. And if we know Srila Prabhupada, then we can see those who are sincerely following him. Если мы знаем Шрилу Прабхупаду, мы также сможем увидеть тех, кто искренне следует ему. Then we have all the components necessary to continue to distribute that which he came to give us. И тогда у нас будет все необходимое для того, чтобы продолжать распространять то, что он пришел нам дать. This is our understanding from this verse. Вот наш комментарий к этому стиху. A faithful man who is absorbed in the transcendental knowledge, controls the senses, quickly attains the supreme spiritual peace. Человек, исполненный верой, обуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовные знания, достоин получить его, и когда он обретает его, к нему тотчас же приходит высшее умиротворение. I've spoken long enough. Thank you very much for your time. Я уже достаточно вас всех задержал. Большое спасибо за ваше Hare Krishna.